Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил кыргызского коллегу Садыра Джапарова по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджанской республикой и Кыргызской республикой. В поздравительном послании подчеркивается, что Азербайджан придает особое значение дружественным отношениям и сотрудничеству с братским Кыргызстаном. Отмечается, что большое удовлетворение вызывает то, что наши межгосударственные отношения, построенные на этом прочном фундаменте 30 лет назад, развиваются по восходящей линии, особенно в последние годы, и вышли на уровень стратегического партнерства. В послании говорится: отрадно, что обсуждения, проведенные с вами как в Баку, так и в Бишкеке, достигнутые договоренности и подписанные нами многочисленные важные документы придали импульс развитию Азербайджана-кыргызского партнерства во всех сферах и обогащению его новым содержанием. Верю, что эффективно использовав сформировавшиеся в настоящее время благоприятные условия для расширения круга охвата взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами, мы добьемся укрепления связей, дальнейшего углубления нашего плодотворного взаимодействия как на двусторонней, так и на многосторонней основе. Президент Кыргызстана высоко оценил политические связи, вышедшие на стратегический уровень. Горд, что взаимоотношения между нашими народами, построенные на прочном фундаменте многовековых уз дружбы, языковой, культурной, религиозной и исторической близости, обрели межгосударственный и дипломатический статус. Об этом говорится в поздравительном послании президента Кыргызской республики Садыра Джапарова, адресованному президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами. В послании отмечается: высоко оцениваю достигнутый нашими совместными усилиями уровень политических связей и взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах, которые вышли в минувшем году на стратегический уровень по итогам наших апрельских и октябрьских двусторонних визитов. Уверен, что благодаря нашим усилиям дружественные отношения между нашими народами будут и впредь развиваться и укрепляться, и в дальнейшем будут носить последовательный характер. 19 января 1993 года между Кыргызстаном и Азербайджаном были установлены дипломатические отношения. В этом году мы отмечаем 30-летие дипломатических отношений. Президенты Кыргызстана и Азербайджана направили поздравительные послания. Также поздравительные послания были направлены на уровне премьер-министров, председателя кабинета министров, на уровне спикеров парламентов обоих государств, а также министров иностранных дел. Должен отметить, что двусторонние отношения между нашими народами, в первую очередь, конечно, уходят далеко вглубь истории, поскольку братские народы связаны общностью исторической, культурной, в том числе и конфессиональной, и имеет хорошую перспективу для их расширения, углубления и наращивания этого двустороннего сотрудничества. В прошлом году наметился прорыв в двусторонних отношениях. Так, в частности, был совершен официальный визит президента Кыргызской республики в апреле 2022 года, в ходе которого были подписаны декларация о стратегическом партнерстве, что вывело уровень наших взаимоотношений двусторонних на более высокий уровень стратегического партнерства. Также был создан Межгосударственный совет на уровне глав государств. В ходе ответного государственного визита президента Азербайджанской республики в октябре 2022 года прошло первое заседание этого Межгосударственного совета. Были подписаны ряд соглашений, которые интенсифицируют наше сотрудничество. Так, в ходе официального визита подписано 11 таких документов. В ходе государственного визита в октябре, соответственно, 9, а в целом за 2022 год подписано 28 важных соглашений, меморандумов о сотрудничестве, которые выведут уровень нашего сотрудничества на более высокий качественный уровень. В рамках, соответственно, экономического сотрудничества есть очень большой
нереализованный пока еще потенциал сотрудничества в торгово-экономической сфере. В августе прошлого года состоялось 4-е заседание межправительственной комиссии по экономическому и культурно-гуманитарному сотрудничеству. Принят итоговый протокол, положение которого сейчас уже реализуется в практической деятельности различных министерств и ведомств наших государств. Также был открыт торговый дом Кыргызстана в Азербайджане, шоурум, офис торгового дома. Конечно, есть очень хорошие перспективы для наращивания потенциала торговли по транзитному, логистическому потенциалу, которым обладает Азербайджан. В частности, это наши возможности торговли не только из Кыргызстана в Азербайджан, но и использование транзита, допустим, китайских товаров через территорию Кыргызстана, далее Узбекистан, Туркменистан, Азербайджан, Грузия и Европа, Турция, соответственно. Мы, безусловно, Кыргызстан заинтересован в том, чтобы участвовать в таких, скажем так, перспективных логистических и мультимодальных таких перевозках. Что касается культурно-гуманитарного сотрудничества, оно, безусловно, у обоих сторон есть интерес. Очень много было мероприятий проведено в этом направлении. Хотел сказать, что 23-й год, согласно решению Межгоссовета, объявлен, будут проводиться Дни культуры Кыргызстана в Азербайджане, соответственно, в 2024 году Дни культуры Азербайджана в Кыргызстане. Уже буквально недавно по приглашению президента Азербайджана в Баку побывала большая группа школьников из школ, открытых в ходе государственного визита, открытых в Бишкеке общеобразовательной школы имени Гидара Алиева и имени Низами Генжеви, который, я думаю, закладывает такой хороший базис для перспективы дружбы между нашими народами и государствами. Также было подписано соглашение о установлении побратимских отношений между столицами наших государств. В перспективе планируется заключение соглашения об установлении побратимских отношений между городами Ош, Гянджа, Разаков, Шуша и Каракол и Габалой. В общем, хочется сказать, что визиты на высшем уровне, которые состоялись в 2022 году, они заложили прочный фундамент для развития наших двусторонних отношений. Конечно, есть некоторые вопросы, которые требуют дальнейшего разрешения. В первую очередь, это открытие прямого авиасообщения, что очень важно для того, чтобы развивать не просто дружеские отношения, но развивать туризм. Очень перспективное направление. Мы в этом году тоже планируем провести такие роуд-шоу, это для того, чтобы продвигать наш туристический потенциал. Но, естественно, что кроме этого хотелось бы, чтобы решились вопросы по увековечиванию памяти Чингиза Айтматова, поскольку 95 лет в этом году исполнилось бы. Вот. Мы тоже запланировали несколько мероприятий в рамках деятельности посольства. Думаю, мы это осуществим. Там планируется и постановка спектакля по мотивам произведения Айтматова. Причем это не только в Баку, мы еще планируем и в соседней Грузии, поскольку мы с резиденцией в Баку также являемся посольством в Грузии, с которой, кстати, 30-летие наступило в прошлом году. Вот. Очень много различных проектов, но я могу сказать то, что уже сейчас чувствуется, что уровень двусторонних контактов стал гораздо
такой, ну, скажем, более активный, поскольку вот приезжают вот друг за другом практически делегации, да, на двусторонней основе, в том числе по изучению такого опыта, которым Азербайджан может поделиться. Это вот, например, по агентству продовольственной безопасности. Насколько я понимаю, мы сейчас задумались о том, чтобы тоже в централизованном порядке объединить вот эти вот разрозненные и очень часто несистемные структуры, которые работают в этой сфере продовольственной безопасности. Вот азербайджанский пример, он очень полезный. Очень полезный пример службы АСАН. Это тоже тот потенциал, куда мы можем вот, улучшать нашу систему цифрового, скажем так, обслуживания населения. И не только цифрового населения, это служба, которая она сближает и государство, и органы власти в ее лице, и потребности обычных граждан. Есть некоторые проекты, которые связаны с нефтегазодобывающей сферой. Но здесь, как говорится, дьявол кроется в мелочах. Но есть чему и поучиться, и в том числе и в буквальном смысле увеличить квоты наших кыргызских граждан по учебе и в военном, значит, институте, и в Академии погранслужбы, и в университете нефти и газа, да, институте, государственном аграрном университете в Генже, и дипломатической академии, поскольку все это очень для нашей страны это очень полезно. И на самом деле я вижу как бы свою миссию, чтобы вот по этим направлениям все это дело дальше продолжать прорабатывать. Пользуясь случаем, хочу пожелать нашим братским народам мира, благополучия, процветания и стабильности и дальнейшего продвижения в двухсторонних отношениях. Уважаемые телезрители, в нашей предыдущей передаче мы представили вашему вниманию народную артистку Азербайджана и Узбекистана Гюлянак Мамедову. Азербайджанская певица исполнила песню «Об озере Иссык-Куль», а теперь представляю вам презентацию еще одной песни на кыргызском языке в исполнении этой певицы. Camgır töktün, eç basılmay. Biz keletik, kol şal bolup, çolgar olur. Göz açılmay, bet aldımda. Şamal soğuk, kunkur kara, camgar döktü, o şalkımlar kayda gitti, castığımda cegeçeyim, kayrılmazdan keteberdi. Camgır döktü, eske düştü, alız kalgan yastığımda, sağımdasın. Kungur kara,
bastan keteberdi. Keteberdi Castığımda Çegeceğim Kayrılmazdan Keteberdi. Посол Кыргызстана в Азербайджане Карат Усмуналиев принял руководителей IZ Community, общества женщин Азербайджана. Глава организации госпожа Рена Наджавзаде Сададдинова проинформировала посла о причине встречи. Она отметила, что 2 апреля 2023 года женское сообщество IZ Community проводит первый в Азербайджане фестиваль тюркских женщин-предпринимателей. Планируемый фестиваль будет 7-м по счету в деятельности IZ Community и объединит проживающих в Азербайджане 100 бизнес-вумен из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана, Венгрии и Туркменистана. Мы предоставим возможность каждой участнице представить бренд, услуги, продукцию из различных сегментов бизнеса: ручные изделия, декор интерьера, косметика, аксессуары, одежда, посуда, продукты, а также сладости, сувениры, книги, канцелярия, образование, психология, туризм и многое другое. На ярмарку будут приглашены активные женщины нашего комьюнити, медийные личности, известные блогеры, журналисты, телеведущие. Место проведения – Fairmont Flame Towers, Баку. Спасибо еще раз, что вы приняли нас. Мы хотим буквально в апреле месяце, дату приблизительно мы наметили, на 2 апреля, провести, как вы знаете, у нас сейчас тюркоязычные страны объединились, наши 7 стран, и этот год объявлен именно этим годом. И мы хотим
в преддверии такого вот прекрасного года провести опять-таки фестиваль женщин-предпринимателей тюркоязычных стран. Мы уже встречались с Узбекистаном, с Туркменистаном, да, с посольствами, с представителями посольств. Сегодня мы с вами, господин посол, встречаемся и хотим вам рассказать немножко о деталях, что мы хотим, как мы видим данное мероприятие и, конечно же, послушать ваши советы и ваше мнение. Посол Кыргызстана в Азербайджане Карат Усмуналиев приветствовал гостей и их предложения. Он отметил, что проведение подобных фестивалей очень важно для тюркского мира и играет большую роль в сближении наших народов, добавив, что древний тюркский стиль дал широкое место искусству национальных костюмов. Он призвал всех представителей тюркских народов сохранить свое национальное прошлое. Он подробно рассказал о героинях кыргызского народа, о выдающейся женщине Курманджан Датке, о периоде ее правления и объяснил, что, несмотря на трудности того времени, женщины того времени обладали великим духом патриотизма. Он добавил, что всесторонне поддержит данную инициативу и приложит все усилия, чтобы Кыргызстан также был представлен на этом фестивале. Конечно, тюркский язык, он наиболее древний на евразийском вообще континенте и просуществовал как каганат, и потом трансформировался, значит, что был тюркский каганат, а до этого, значит, была тюркская цивилизация, была алтайская цивилизация. Вот мы, кыргызы, непосредственно относимся к алтайской цивилизации. Потом на основе дальнейшей трансформации появилась тюркская цивилизация, был тюркский каганат, потом уйгурский каганат, потом кыргызский каганат был. Но потом монголы, сами знаете, внесли очень... Корректировки. Ну, вы очень дипломатично сказали. И очень много, конечно, было бедствий, по большому счету. И очень сильно, в первую очередь, именно пострадали государства и народы тюркской цивилизации. Поскольку мы знаем, как проходило в первую очередь, под удары попали при, так сказать, вторжении стран Центральной Азии, Кавказ попал, а дальше они уже и не пошли, понимаете, поэтому... Одним из важнейших направлений кыргызско-азербайджанских отношений являются торгово-экономические отношения. Мы с моим собеседником поговорим об этом. Зафар Мамедов, основатель торгово-промышленной палаты Кыргызстана в Азербайджане и глава строительной компании Зафар Огулары. Зафар Бей, мы встречаемся с вами в первую неделю 2023 года и в канун 30-летия установления кыргызско-азербайджанских дипломатических отношений. Одним из главных приоритетов глав двух стран является развитие торгово-экономических отношений, и вы внесли свой вклад в реализацию этих планов. Создание торгово-промышленной палаты Кыргызстана в Баку стало лучшим подарком к этому юбилею. В конце 2022 года эта палата была открыта с участием азербайджанских парламентариев, представителей делового мира и посла Кыргызстана в Азербайджане Кайрата Усмуналиева, который был всегда с вами и поддерживал вас. Давайте поговорим об этом. İlk olaraq çox sağ olun ki, dəvətiniz üçün, bizim üçün həqiqətən çox önəmlidir. Qırğızistan televiziyasında bunun yayımlanması. Bəli, bu çox önəmli bir addım idi. Çünki В первую очередь хочу поблагодарить телеканал «Пирамида». Очень важно, чтобы наша деятельность освещалась на этом канале. Конечно, без торгово-экономических отношений отношения между государствами могут быть только политическими. Кроме того, в качестве одной из основных задач, поставленных перед нами, главами наших государств, мы обязательно должны развивать торгово-экономические отношения. И тогда можно будет считать, что мы добились действительно хороших результатов.
Нет сомнений, что мы с Кыргызстаном братская страна. Как известно, в прошлом году президенты Кыргызстана и Азербайджана совершили взаимные официальные визиты в наши страны. В ходе этих визитов были подписаны очень важные документы о двустороннем сотрудничестве. В Бишкеке открылись школы Гейдара Алиева и Низами Гянджеви, парка дружбы. Конечно, это были одни из главных факторов сближения наших народов. Мы, как бизнесмены, также видим политическую волю глав государств и стараемся внести свой вклад, выстраивая свою работу в этом направлении. Для налаживания кыргызско-азербайджанских торговых отношений мы решили создать торгово-промышленную палату Кыргызстана в Азербайджане и реализовали первый этап нашей цели. Большую роль здесь сыграл посол Кайрат Усманалиев. Он в полной мере поддерживал реализацию этого проекта. Посол совершил большой и решительный шаг, поддержав этот проект. Я глубоко благодарен ему. Об этом уже широко сообщали азербайджанские СМИ. Еще раз хотел бы воспользоваться возможностью донести до кыргызстанских бизнесменов через канал «Пирамида», что наши двери всегда открыты для вас через Кыргызскую торгово-промышленную палату в Баку для вывода брендовых товаров вашей страны на рынок Азербайджана и Европы. Давайте вместе развивать наши торгово-экономические отношения. Если интересно, могу вкратце пояснить, что нужно торгово-промышленной палате Кыргызстана в Азербайджане. В настоящее время товарооборот между Кыргызстаном и Азербайджаном очень низкий. Главы государств неоднократно подчеркивали, что имеющиеся возможности используются недостаточно. Наша цель – увеличить товарооборот в 2-3 раза, разумеется, при поддержке наших государств. Мы заняты исследованием продуктов, которые будут продаваться из Азербайджана в Кыргызстан или из Кыргызстана в Азербайджан. После завершения этого процесса мы будем информировать торгово-промышленную палату Кыргызстана о том, какие продукты нам нужны. В настоящее время мы работаем над этим проектом. Мы закончим наше исследование к концу этого месяца и начнем полноценную работу уже в следующем месяце. Вы отметили на открытии, что планируете провести бизнес-форум в обеих странах. Qırğızistandakı fəaliyyət göstərən iş adamlarına rahatlıqla çıxışımız üçün bir biznes forumu ehtiyacımız var. Və bu biznes forumun bu illəri birini Azərbaycanda, birini Qırğızstanda etmək fikrimiz var ki, Azərbaycandakı iş adamları Qırğızstandakı iş adamlarını tanısın. Конечно, нам нужен бизнес-форум для изучения нашего спроса на кыргызские товары. Мы обязательно проведем такой форум в обеих странах, чтобы деловые люди могли познакомиться друг с другом и наладить близкие отношения. Конечно, торговлю ведут бизнесмены, и я обращаюсь к представителям бизнеса, пользующимся возможностью подготовить свои предложения по всей продукции и связаться с нами. Зафар Бей. Создание торговой палаты Кыргызстана в Баку также означает, что продукция Кыргызстана теперь может экспортироваться через Азербайджан в Европу. Объясните, пожалуйста. Təbii ki, biz ticarət palatasını burada yaratdıq. Bu demək deyil ki, məhsullar sadəcə Azərbaycana satırıq. Xeyr, biz hal-hazırda Birləşmiş Ərəb Əmirliyində Qırğızistan məhsulunun bir qismini satışı ilə bağlı müəyyən danışıqlar aparmışıq. Artıq müəyyən bir əlaqələrimiz var. Конечно, это точно так. Мы не создавали Кыргызскую торгово-промышленную палату для того, чтобы продавать товары из Кыргызстана только в Азербайджан. Мы начали этот проект, чтобы найти рынок в 3-4 странах. Мы уже провели определенные переговоры по поводу выхода кыргызских товаров на рынок Объединенных Арабских Эмиратов. Ожидаем положительный результат. Работа по получению информации для экспорта азербайджанских товаров на китайский рынок через Кыргызстан. Ведется работа по получению информации для экспорта азербайджанских товаров на китайский рынок через Кыргызстан. Мы также играем определенного портала в 3-й и 4-й страны. Мы продолжаем работу в этом направлении. Строительство железной дороги Китай-Узбекистан-Кыргызстан, вероятно, придаст импульс реализации ваших идей. Безусловно, этот шелковый путь существует давно и призван развивать торгово-экономические отношения. Открытие линий в Китае – это реальная поддержка нашей работы. Покупка продуктов не решает проблему, обязательно наличие логистического центра или транспортной структуры. Очень важно доставить все продукты в любое место в любое время. Надеюсь, что к концу 2023 года мы сможем хотя бы частично добиться положительных результатов. Президент Туркменистана прослушал песню «Мехрибан Олак», которую я исполнила. После концерта президент Туркменистана вручил мне золотую медаль своей страны.
Да, моя дорогая Гулянак, сегодняшний мир требует мира. Песня «Мехрибан Олак» также пропагандирует эту идею. Türkmenistan'ım, Özbekistan'ım, Kazakistan'ım, Türkistan'ım seslenir hamıya, seslenir hamıya, mehribanıya. Duygularım dile geldi gene, insanlar kulak assın bana. Duygularım dile geldi gene, insanlar kulak assın bana. Bir kömürde bir can olar, daha da mehriban olar. Mehriban gayrikeş bir insan olar, mehriban gayrikeş bir insan olar. Mehriban olar, mehriban olar, mehriban olar, mehriban olar. Temiz eşki mehabbeti tutar, diyeh günehden düşseden uzak. Temiz eşki mehabbeti tutar, diyeh günehden düşseden uzak. Bir könülde bir can olar, daha da mehriban olar. Mehriban gayrikeş bir insan olar, mehriban gayrikeş bir insan olar. Mehriban olar, mehriban olar, mehriban olar, mehriban olar. Mehriban olar, mehriban olar, mehriban